Для сортаника характерна среднерослость, а иногда и сильнорослость деревьев. К 15 годам они могут достигать 4 метров в высоту. Дерево имеет широкоовальную раскидистую крону средней густоты. Цвет коры на штамбе может быть темно-серым или серо-черным. Для коры характерна сильная шероховатость и наличие средней или сильной продольной растрескиваемости. Свелеватость штамба выражена очень слабо или не выражена вообще. Дерево дает узловатые побеги, которые в молодом возрасте способны изменять свою окраску в зависимости от освещения. На солнце они имеют розовато-бурый цвет, а в тени становятся светло-зелеными. Немного позже побеги приобретают буро-черный цвет. На них появляются продольные желто-коричневые трещинки, и побеги выглядят полосатыми. Именно это и является характерной особенностью сортаника. Вегетативные почки отличаются конусовидной формой и средним размером, а генеративные почки имеют маленький размер и яйцеобразную форму. Для листовой пластинки характерна удлиненная овальная форма с заостренной верхушкой. Ее основание может быть как клиновидным, так и дугообразным. Длина листовой пластинки обычно составляет от 6 до 10 см в длину и от 4 до 6 см в ширину. Листовая пластинка имеет кожистую консистенцию. Сверху она зеленая, гладкая и блестящая, а снизу светло-серо-зеленая, опушенная по жилкам. Листовая пластинка отличается двояко зубчатыми краями и средней зазубренностью. Для дерева этого сорта характерны небольшие черешки с парой маленьких железок и отсутствием прилистников, имеющие грязно-бордовую антоциановую окраску. Соцветие чаще всего состоит из двух цветков, но может иметь один или три цветка. Цветки имеют средний размер и чашевидную форму. Для них характерны сомкнутые гофрированные округлые лепестки. Длина тычинок составляет от 5 до 7 мм, а пестика с завязью – от 10 до 12 мм. Слива сортаника отличается довольно крупными плодами овальной формы, масса которых колеблется от 30 до 40 грамм. Но при маленьком урожае может быть и немного больше. Для плодов характерна неравнобокость по отношению к брюшному шву и практически полное отсутствие сплюснутости с боков. Плоды имеют округлую верхушку, посредине которой располагается небольшое углубление, овальное основание и неглубокую воронку. Брюшной шов имеет слабое развитие и не растрескивается. По внешнему виду плоды сливы сортаника напоминают венгерку. Изначально плоды имеют зеленую кожицу, которая при созревании становится темно-фиолетовой с густым налетом голубого цвета. Мякоть имеет желто-зеленую окраску, а при полном дозревании становится буро-желтой. Для плодов характерна плотная консистенция, а при перезревании они становятся мягкими и очень сочными. Для них характерен сладкий вкус с легкой кислинкой и слабым оттенком терпкости. По дегустационной шкале плоды сливы сортаника оцениваются в 4,3 балла. Плоды отличаются длинной плодоножкой и небольшой косточкой длинненно-овальной формы. Цветения сливовых деревьев сортаника проходит в средний срок. Данный сорт является самобесплодным, поэтому если во время цветения погодные условия не способствуют перелету насекомых, то урожай может быть совершенно незначительным. Наиболее подходящими опылителями для сливы сортаника можно назвать венгерку донецкую раннюю, ренклот советский, венгерку донецкую. Плодоносить деревья сливы сортаника начинают на 4-5 год и отличаются хорошей скороплодностью. Плоды дозревают к августу. Урожайность достаточно высокая. С одного дерева можно собрать до 35 кг плодов, но были зафиксированы случаи, когда урожай вдвое превышал эту цифру. Зиму такие деревья переносят хорошо, однако цветковые почки имеют более слабую морозоустойчивость. Плоды сливы сортаника характеризуются хорошей транспортабельностью, отличной отделяемостью косточки от мякоти. Для посадки сливовых деревьев сортаника следует выбирать влагоемкую почву, где уровень грунтовых вод составляет не более 2 метров. Наилучшим временем для посадки является весна, но если вы купили саженцы осенью, то их необходимо прикопать и укрыть сосновыми ветвями, а с наступлением зимы прикрыть снегом. Когда снег сойдет,
Саженцы нужно осмотреть на предмет повреждения грызунами и поломок веток. Выкапывать саженцы необходимо перед самой посадкой. Лучше всего расти слива сортаника будет в хорошо освещенных солнцем местах, которые надежно защищены от сильных холодных ветров. Можно садить деревья и вдоль забора, но только на солнечной стороне. Ямы для посадки сливы можно приготовить осенью или ранней весной, приблизительно за пару недель. Глубина ямы должна составлять от 45 до 50 сантиметров, а диаметр – от 60 до 70 сантиметров. Выкапывать ямы нужно на расстоянии 3 метров друг от друга. Выкопанную из ямы почву необходимо перемешать с перегноем в пропорции 2 к 1, прежде чем проводить посадку. По центру ямы необходимо забить колышек и соорудить вокруг него конус из подготовленной почвы. Вокруг этого конуса вы сможете равномерно рассредоточить корневую систему. С северной стороны колышка следует установить саженец сливы, а затем засыпать землей яму для посадки, периодически встряхивая саженец, чтобы между корнями не образовывались пробелы. По мере подсыпания почвы ее необходимо утрамбовывать при помощи рук. Следите, чтобы саженец располагался четко по вертикали. После посадки сделайте по окружности дерева валик из земли и полейте его. Для одного дерева будет достаточно 2-3 ведер воды. После впитывания воды почву необходимо мульчировать. Саженец нужно привязать к колышку мягким жгутом. Уход за сливой сортаника мало чем отличается от ухода за другими плодовыми деревьями, однако особое внимание следует уделять ее влаголюбивости. Наиболее предпочтительным способом полива является полив под корень, осуществляемый с использованием специальной поливной установки. Для полива следует использовать воду, нагретую лучами солнца. Наилучшими удобрениями для сливы являются магниевые, поэтому перед осенней перекопкой сада следует использовать их вместе с фосфорными удобрениями. Под каждое дерево следует внести около 100 грамм двойного суперфосфата и калий-магнезии. Ранней весной можно обогатить почву и азотными удобрениями. В летнее время проводятся подкормки настоем птичьего или коровьего помета. Первая подкормка обычно дается сразу же после того, как дерево начинает цвести, а через 2-3 недели дается еще одна подкормка. Когда дерево достигает 2-3-летнего возраста, на нем появляется очень много побегов, которые необходимо укорачивать для правильного формирования кроны. Побеги на штамбе следует удалять в зеленом состоянии. Не следует забывать и об удалении прикорневой поросли. Проводить эту процедуру необходимо около 4 раз в течение лета. Сорт сливанника обладает очень сильной устойчивостью к большинству грибковых заболеваний. Ни манилиоз, ни полистигмоз, ни клястероспориоз этому дереву не страшен. Для защиты плодов от сливовой плодожарки можно применять специальные феромонные ловушки, которые будут приманивать самцов этого насекомого. Но если вредитель наблюдается в значительном количестве, то наиболее эффективным средством для избавления от него будет инсектицидное опрыскивание. Первый раз его необходимо проводить в конце мая, а последнее – не менее чем за месяц до сбора урожая. Интервал между опрыскиваниями должен составлять не менее 2 недель. Сорт сливанника обладает как определенными преимуществами, так и некоторыми недостатками. Главными плюсами этого сорта является хорошая морозостойкость, высокая урожайность и отличные потребительские характеристики плодов. Ну а одним из главных недостатков можно назвать нерегулярную урожайность, с которой вы вполне сможете справиться при помощи опылителей.